алейкум, достлар, с вами Тимур Шукуров, и это очередное видео из серии роликов, где мы вместе с вами занимаемся поиском самого нужного, самого важного, называйте как хотите, в общем и целом главного слова крымско-татарского языка. Поверьте, это очень увлекательный процесс, а главное полезный. В прошлом выпуске мы рассматривали глагол «алмах» и выявили около 20 его значений. Сегодня предлагаю рассмотреть его антоним – глагол «бермек» и примеры речевых конструкций, где это слово активизирует весь спектр его возможных значений. Поехали! Итак, основное прямое значение слова «бермек» – «давать», «отдавать». Китапны достума бердым. Книгу отдал другу. Очень близкое к прямому значению «предоставить». Топлашу в иштирахчилерне сөз бермек. Предоставить слово участникам собрания. Кстати, сөз бермек также применяется в значении обещать, давать слово. Помните, как в мультике о Карлсоне? Он улетел, но он обещал вернуться. Окетті ама кайтарым деп сөз берді. Одолжить. Борчка бермек. Ну и раз мы уже заговорили об этом, актуальное в данном случае выражение борчны кайтарып бермек. Вернуть долг. Бір автаға борчға бердім, 2 ай кечті, әлі да кайтарып бермеді. Одолжил на неделю, прошло 2 месяца, до сих пор не вернул. А если попали в такую ситуацию, то снова может пригодиться глагол бермек. Ариза бермек. Подать заявление. Ну или есть другой способ, смотрите следующий выпуск, там мы будем обсуждать слова мордобой, утюг, паяльник, пассатижи. Шутка. Продолжаем и более оптимистично. Селям бермек. Здороваться, приветствовать. Селямны бірінші берген адам да чок севап казаныр. Тот, кто первым здоровается, получит больше воздаяния. Есть такое выражение «джевап бермек» – отвечать. Допустим, поссорился с девушкой, и она... мессажларга джевап бермей. Не отвечает на сообщение. Ух, как же это бесит порой. А еще джевап бермей используют с совершенно другой интерпретацией. Не соответствует. Япкан иши мемуриет талапларына джевап бермей. Его работа не соответствует требованиям руководства. Оплатить. Ақчасыны бермек. Мал сымарлаганда башта ақчасыны бермек керек. Заказывая товар, сначала нужно оплатить его стоимость. Аққыны бермек – это уже рассчитаться за проделанную работу. Ишчилерге өз вақытында қызмет аққыны бермек лязым. Рабочим нужно своевременно оплатить проделанную работу. Кстати, эту же формулировку «аққыны бермек», если сказать в нужной интонации, можно использовать в значении «воздать по заслугам». Виждансыз инсанның аққыны бермек керек, бірдам яманлықны япмасын. Бессовестному человеку нужно воздать по заслугам, чтобы больше не совершал бессовестных поступков. Движемся далее. Разлық бермек. Дать согласие, согласиться. Бабасы разлық берген сон evленді. Он женился после того, как отец дал на это согласие. Изин бермек – разрешить, позволить. Строчку из известного стихотворения Бекира Чобанзаде помните? Бир изин беріңіз юртума кайтарым. Позвольте вернуться на родину. Мейва бермек используется в значении приносить плоды, плодоносить. Барде суық урмаса, кайсы терегі чок мейва бережек. Если весной не ударит мороз, абрикос принесет много плодов. Отчитываться. Эсап бермек. Сызге эсап бермеге боржлу дейгілім. Я не обязан перед вами отчитываться. Поручить. Дать задание. Вазифе бермек. Генчлерге месулиетлі вазифе берілді. Молодежи поручили ответственное задание. Рей бермек. Голосовать. Сайлавларда бу намзет үшін эн чок рей берілді. На выборах за этого кандидата проголосовали больше всего. Уступить. Ер бермек. Автобуста оңа ер бердім, іште ойлайтып таныш олдық. Уступил ей место в автобусе, так и познакомились. Бермек употребляется и в значении наставлять. Устаз шейгартыне насиат бере. Мастер наставляет ученика. Ад бермек. Называть, именовать. Мектепке караманның адыны бермеге теклиф етілді. Внесли предложение назвать школу именем героя. Еще одно прекрасное значение слова «ильхам бермек» – вдохновлять. Бойле эсерлерны яратмага табиатның дүлберлігі ильхам бере. Красота природы дает вдохновение создавать такие шедевры. А хабер бермек – это уже сообщать.
Вақытында хабер бермек керек. Необходимо сообщать вовремя. Yol бермек буквально уступить дорогу. Яшларға yol бермек дать дорогу молодым. Еще бермек используется в ситуации, когда кто-то делает что-то для кого-то. Сейчас объясню на примере. Оқумақ – это читать. Оқып бермек – прочесть для кого-то. Көзлүклерім бір жерде қалды. Оқып берсечі не yazылған мында? Очки где-то остались, прочти мне, что здесь написано. Вариантов таких конструкций может быть бесконечное множество. А еще бермек помогает описать действие, которое долго продолжается или все время повторяется. Помните, как Айше шутливо дразнила Рушена за хвастовство? Мақтана берме! Все время не хвастай. Вот еще примеры. Келе бермек. Постоянно приходить. Лафете бермек. Говорить без остановки. Ала бермек. Постоянно брать. И так далее. Друзья, поверьте, это еще далеко не все случаи, когда можно использовать глагол бермек в разных значениях. Искать эти значения – увлекательный процесс. Займитесь этим и откройте для себя все тайны этого одного из главных слов крымско-татарского языка.